Проект газоснабжения Сыктывкарского промузла будет продолжен и войдет в планы капитального строительства на ближайшее время. Это одно из ключевых решений, которое было принято во время встречи Сергея Гапликова с главой «Газпрома». К 2021 году в Сыктывкаре построят 27-километровый газопровод и газораспределительную станцию. Это обеспечит надежность газоснабжения и решит вопросы с крупными потребителями. Завод по производству фанеры, Сыктывкарский ЛПК, теплоснабжающие организации. В планах также переложить действующий участок газопровода, на котором зафиксированы нарушения охранных зон. Договорились о том, что нам сейчас надо крайне плотно поработать, чтобы уточнить все соответствующие финансовые параметры и подписать доп. Соглашение, где будут все соответствующие объекты, которые раньше обсуждались, плюс те финансовые уже обязательства, которые мы фактически согласуем и получим от «Газпрома» в дальнейших реализациях. Обсудили и перспективы развития отношений и расширения договора о сотрудничестве между правительством и «Газпромом». Это касается реализации инвестпроекта по строительству системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок-2. В рамках соглашений в регионе будут дальше строить и реконструировать объекты социальной инфраструктуры, детские и спортивные площадки, причем география программы расширится. Глава прокомментировал последние социальные решения по строительству спорткомплекса с бассейном и обустройству набережной в Ухте. Абсолютно правильно, когда руководитель видит, что требуется не только в производственной деятельности, но что требуется для развития территорий, там, где находятся предприятия, там, где живут люди. И что самое важное, Алексей Иванович, вы тонко чувствуете социальную среду. И для нас это крайне важно, иметь такого партнера, иметь такую организацию, которая сегодня здесь присутствует не просто 50 лет, а создает все то, что мы видим вокруг. И в основном газовая система сегодня повлияла на то развитие, которое мы сегодня имеем. Сегодня ваши действительно уникальные подарки не только Ухте, но и Республике Коми в целом, конечно, для нас крайне важны. И вам искренние слова благодарности от всего народа республики за ваше внимание, за отношения и за поддержку. Алексей Миллер поддержал предложение Сергея Гапликова, отметив, что данные вопросы будут рассмотрены при корректировке инвестиционной программы «Газпрома» на второе полугодие этого года. Ольга Ануфриева, Олег Костромин, Николай Богданов, телеканал «Юрган».